Приветствую вас, дорогие телезрители! В эфире программа News on Air. С вами я, Мария Кардашевская. Ну что, давайте начнем. В Якутске много талантливых людей, увлеченных своим ремеслом. Это относится к героине нашего следующего сюжета – мастеру авторской куклы Харчаны Баппагай. Она поведала о том, как появляются сюжеты произведений, каковы возможности художественной обработки глины и что служит вдохновением для создания новых кукольных образов. Начинаю набирать мышцы. Это я леплю Юринола из Олонхо. А вот у меня Туярмаку в процессе. Лепить с нуля. Смотреть, как рождается лицо и тело. Вот так из рук кукольного мастера Харчаны Баппагай рождается сказка. Процесс создания куклы сложный и долгий. Муза переносится на холст, эскиз на глину, кусочек за кусочком, и начинается волшебство. Кукла оживает, обретает черты, характер, а затем и душу. Свой путь от любителя до мастера, признается Харчана, был таким же – сложным, тернистым, но сказочно интересным. В 2015 году, когда старшая дочка была маленькая, 3-летняя девочка, мы с ней вместе играли, придумывали разные развивайки, и в один день я искала новую идею в интернете и наткнулась на статью про известную нашу российскую кукольницу. Там были фотографии ее работ, фарфоровые шарнирные куклы. И я просто была в восторге, как человек может своими руками сделать такое, сотворить вот маленькие копии людей. Так интерес превратился в дело, а ежедневный труд в ремесло, благодаря которому в течение 7 лет рождаются шедевры. Кукольный мастер – это и художник, модельер, дизайнер и скульптор, и даже ювелир. Особенно при росписи лица, где нужно передать самое главное – эмоцию и настроение. Фотографии работаю и иногда требую видеозапись, чтобы понять вот вообще 3D фактуру, объем. И иногда вот не отправляют. И тогда очень сложно по некачественным фотографиям работать, но мне всегда удается. Как будто сошли со страниц детских сказок. Живые, яркие, настоящие. Лесные девочки, обитающие в сказочном лесу. Плачущий мальчик, слепленный из образа сына и образ отца, учителя, актера и художника. Мастер не только воплощает в реальность придуманный образ, облачая куклу в костюм, но и вкладывает в нее свою душу. На изготовление одной куклы уходит около месяца. Мастерица добивается не только внешнего сходства с заказчиком, но и старается передать внутренний мир человека. Мастерица делает не только куклы, но очень интересные экспозиции. Например, она сделала вот такую кухню в миниатюре. Дома в миниатюре и предметы быта – еще одно интересное направление, где Харчана также находит свое вдохновение. Максимальная достоверность в миниатюре, и даже мука в пакетах настоящая. Такие работы особенно ценят коллекционеры и организаторы выставок, где работы якутской мастерицы экспонируются постоянно. Очень любят его. Образ тоже взят от моих детей, моего сына. Летом он в деревню точно так же ходил, грязненький такой, и искал меня. Семья, родные, любимые дети – главные мотиваторы. Мастерица чтит своих предков, изучает родную культуру. В мифологии и якутских сказках находит свое озарение. На окне уникальная работа, сделанная из обычного дерева. Композиция «Хранительница очага» Харчана делала вместе с отцом, поэтому она особенно дорога. Творение несет особую энергетику и транслирует жизненную мудрость. Это дупло нашел мой отец в лесу. Это нарост такой к дереву. И когда я увидела его находку, я попросила у него разрешение забрать, во-первых, и во-вторых, сделать ему дырку. И получилось у нас дупло. И в этом дупле живут лесные человечки. И вот, например, хранительница очага сидит, ждет своих родных после охоты. Отец придумал к образу целый сюжет, озвучил историю, даже добавил музыку. Получилась прекрасная сказка. Главный посыл работ мастерицы прост – вспомнить детство и окунуться в сказочный мир. А главное – эмоция, которую вызывает кукла. И есть конечный итог творчества художника-кукольника – дарить только радость. Ирина Григорьева, Григорий Николаев, Якутск.
Якутская балетная школа имени Посельских усиленно готовится к 17-му выпускному концерту. В этом году школа выпускает 18 студентов из вузов республики и стажера из Японии. О программе большого концерта, премьерах и приглашенных хореографах в материале Марфирины Алексеевой. Выпускной концерт для педагогов и студентов балетной школы – событие особенное. Воспитанники колледжа выпускаются не каждый год, а один раз в 2 или даже 3 года, а концерт является дипломной работой выпускников. Номера представят студенты 2 отделений, всего 10 номеров. Это фрагменты из репертуара классического наследия, сценических народных танцев и современной хореографии. Постановку премьер ставят приглашенные хореографы в стиле современной хореографии. Так предстанет дуэт постановки Олега Маркова, солиста театра из Санкт-Петербурга, и большой номер от Алексея Расторгуева, хореографа, солиста Пермского театра балет Евгения Панфилова. В его номере примут участие все выпускники. К слову, Алексей сотрудничает с школой не первый год. Его постановки всегда отличаются тем, что он подчеркивает в номере уникальность якутских танцоров. В том водовороте жизни, событий, скоростей, которые происходят там в центре, вы здесь настолько неотъемлемая часть природы, именно природы, которую я чувствую и от которой я балдею просто очень хорошо. В смысле, вы другие, вы вот прямо, вы сотканы из этих деревьев, из этой реки, из этого холода. Вы прямо сотканы, вы более настоящие. Вот вы настоящие, вы что-то такое, что не расколется, не откроется сразу, и которое не поймешь сразу. Это что-то уникальное для меня. Мне очень нравится, что он еще всегда ищет такие близко к нашей культуре номера, да, и поэтому очень приятно, потому что вот он стоит номер Междуречье, и тут как бы 2 реки, это, ну вот река Лена, да, люди, птицы, это прям очень, близко, да, очень классно, что с природой связь есть какая-то. Все выпускники школы уже знают свой дальнейший путь и продолжат свою деятельность в Театре оперы и балета Якутска или городов России. Некоторые продолжат обучение в высших учебных заведениях. Балет – это всегда колоссальный труд и дисциплина. После 11-летнего обучения студенты получат диплом артиста балета и преподавателя. Труд, он всегда окупается, поэтому чем больше ты стараешься, чем больше ты вкладываешь, тем больше ты в итоге получаешь. Поэтому, да, конечно, сложно, но зато, когда ты видишь результат, когда тебе зрители аплодируют, когда ты понимаешь, что у тебя все получается, ты достигаешь каких-то целей, то это все окупается. Поэтому особо даже не следим как-то за временем, потому что, мы как уже семья, проводим время, мы стали близки за эти 11 лет, поэтому я вообще за временем особо не слежу, провожу время с удовольствием, тем более это последний год у нас. Нам всегда бывает, вот, мы учим, а потом, думаю, вот скоро предстоит последний звонок и так далее, будем, наверное, печально расставаться. Потому что мы же их с малых лет, а у нас еще же есть интернат, они вот живут, получается, тут. И поэтому мы для них как мама, папа, а они для нас как дети. Выпускной концерт пройдет на сцене Государственного театра оперы и балета имени Саарона Амолона 24 мая в 16 часов. Марфирина Алексеева, Семен Афанасьев, Якутск. И о спорте. 4 года назад в Нерюнгри на базе школы футбола открыли отделение стрельбы из лука. Но через 2 года оно закрылось. Тогда родители воспитанников обратились к главе республики, в Федерацию стрельбы из лука, с просьбой возобновить работу секции. И с февраля более 20 детей занимаются этим видом спорта, рассказывает Тамара Игнатьева. 13-летнюю Сыцик в отделение стрельбы из лука привела мама. Бурятский национальный вид спорта сразу привлек девочку, и она с радостью стала им заниматься. Ее первый тренер Дмитрий Донцаранов показал азы стрельбы из лука, привил любовь к этому виду спорта. Мой самый первый тренер Донцаранов Дмитрий Дандарович на своем опыте мне дал понять, что стрельба из лука – это олимпийский вид спорта. В этом спорте нужно быть спокойным и уверенно стрелять в цель. Когда я прихожу на тренировку и начинаю стрелять, мне становится на душе спокойно, радостно.
прошедшем недавно открытом первенстве ДЮСШ города Алдана Сыцик заняла 2-е место. Мама спортсменки считает, что это плоды работы первого тренера, жизнь которого, к сожалению, недавно оборвалась. За короткое время мастер спорта Советского Союза Дмитрий Дансаранов выпустил 2 КМСников и несколько разрядников. Хочется поблагодарить, конечно же, Царство ему небесное, от лица родителей, что он поддержал наших детей, не оставил, не уехал на родину. Показал именно стрельбу из лука изнутри, как они должны стрелять. Все, что он делал, он все старался только ради детей. И мы его во всех его начинаниях, во всех его выездах поддерживали. Нам его очень не хватает. С талантливой лучницей сейчас занимается прибывший из Бурятии мастер спорта России международного класса Чингиз Цырендашиев. Всего в отделении занимаются 28 детей. Сейчас спортсмены готовятся к спартакиаде школьников республики. Опытный тренер ставит перед собой большие цели. Нужно воспитание физическое и духовное моих детей, чтобы это помогало им и в жизни, и в спорте. Нужно, чтобы это помогло им в жизни, вообще по жизни. Ну и, конечно, мы хотим добиваться хороших результатов, попасть в сборную республики Саха-Якутия. Но для этого нам нужно усердно работать. Стрельба из лука, как и любой вид спорта, положительно сказывается на общей физической подготовке. Укрепляются мышцы спины, пресса и плечевого пояса. Отсюда и правильная красивая осанка, что немаловажно в эпоху гаджетов. Помимо физической составляющей, стрельба из лука дисциплинирует, развивает силу воли и повышает внимательность. Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Нерингри. И на этом у нас пока все. Спасибо, что были с нами. С вами была Мария Кардышевская. Увидимся в эфире.